Ну и снова здравствуйте. Как вы сами видели, минус 4 градуса за бортом. И на календаре у нас сегодня уже 10 ноября. 10 ноября. Все растаяло. Как мы видим, ни льдинки на Печоре нет. Я снова на озерах тоже не было льда. Все растаяло было. Сколько дней вот простояла плюсовая температура. И я попытаюсь сегодня по новой выйти на новый лед. Сегодня минус 4, вчера было вечером тоже минус 4, минус 2. Надеюсь, ледок на озерах появился. И мы попробуем открыть третий лед уже получается. Это дурдом какой-то, а не осень. Если в конце октября уже шла по полной шуга, то, как мы сейчас видим, можно спокойно ездить на лодке. Ни льдинки нету. Печора чистая. Можно хоть плавать, хоть не водить, хоть сети кидать, хоть продольники, хоть закидушки. Все что угодно можно делать на реке. Но мы этого делать не будем, потому что сегодня ожидается похолодание, температура до 6, потом что-то до 8. День-два продержится, шуга пойдет капитально уже за это время. Ну а потом опять же по прогнозу потепление. Я так думаю, если снега большого не будет, лед на озерах будет покрепче. А когда встанет у нас Печора, не знаю даже не знаю. Когда мы будем налима ловить, тоже не знаю. Хороший клев налима обычно бывает тогда, когда ранний ледостав. В начале ноября вот так вот налим клюет. Но когда поздний ледостав, в декабре он уже обычно не клюет, так что ноябрь закончится. Конечно, мы выставимся, конечно, будем ловить, но хорошего клёва нам не видать в этом году. И еще, друзья, сегодня у нас 10 ноября. От души поздравляю всех сотрудников милиции. Раньше было, теперь они полиции. Короче, друзья, всех с праздником. Ну а мы уже на пенсии, что? Своем мы отработали. Теперь вот наслаждаемся жизнью. Что успеем, то поживем. Для себя тоже пожить надо. Поехали. Пробовать открытие третьего льда. Посмотрим, что у нас получится. Ивана Григорьевича сегодня у нас пока нет. Созванивались. Игорь говорит, хочет ехать на работу. Иван весь на иголках, когда я сказал, что я еду. Он сказал, дела сделаю. Там по делам надо съездить туда-сюда. И, возможно, он до деревни приедет на своем автомобиле. Ну, а здесь я за ним съезжу эти 10 километров. Если он подъедет, созвонимся, и Иван Григорьевич будет рядом. Ну, а пока поехали. Поехали открывать третий лед. Вперед. Ну что, вот и озеро. И сейчас мы будем пробовать выйти на лед. Получится, не получится, не знаю. Он по совету одного из подписчиков сделал вот такие спасалки. Кто-то мне написал в комментарии, я не помню уже. 2 отвертки. Просверлил здесь. Затачивать не стал, чтобы сильно, но так думаю, об лед, если что, задержаться смогу. Просовывать через рукава пока не буду, потому что сначала попробую выйти налегке. Но в карманы суну, если что, достать, чтобы можно было достать. Так, жерлицы пока брать не буду. Первым делом возьму кан с удочками и ведерочка. Все остальное возьмем потом. Ладно. Крюк тоже возьму. В прошлый раз народ выходил вот здесь. После этого все уже таяло. Так, вроде пока. Так, вроде бы. Так, у меня же лыжи есть, ёшкин кот. Давайте лучше пойдем на лыжах, наверное.
Как-то оно так-то будет немного безопаснее. Текс. Вот так вот. Вот так вот это дело сделаем. Через плечо пока перекидывать ничего не будем. Все в руках, чтобы в случае чего можно было все быстренько скинуть. Ну. И с Богом. Так, и здесь немного льда есть. Это радует. Это не... О, здесь уже нету. И здесь нету. Это уже не радует. Где народ-то выходил? О. Пробивается с одного раза. Льда нет. Лед вот буквально возле берега немного. Тикс. Что делаем? Делаем еще шаг вперед. Не, льда здесь нет. Хреново. Нету. Разворачиваемся. Попробуем найти другой заход. Сюда я не пойду. Первая попытка не удалась. Так. Эта попытка у нас тоже неудачная. Провалились прямо сразу возле берега. Блин, намочили все лыжи. Он хотел пройтись, думаю, по травке. Льда здесь тоже нет. Ищем дальше. Так, переехал на другое место. Попробую зайти с того места, где мы с Ромкой пробовали. Уже, наверное, сколько? Недели 3 назад. Так, кто-то едет. Лёшка, сосед. Едет сейчас. Он нам покажет дорогу, где они заходили. Вчера они уже заходили. Сейчас мы посмотрим, где они заходили. Ага! Я говорю, пурна вас это да. Ты на где брали? А? Как ты костас? Да, бронту же не Кане кура эти курья исканы? Да, то эти коздурас ем. Эти коздурас? Да, може, це не от бронту і сем. Бранту я есть, ты помнишь, ты видишь ли Дорис кну, мабуть, канаш? Ну. Ничего, нормально, его спиши, да. Столько что речи свои точ, пиштис, бляха. Та те ся пробитли на кладар насаз. А це ти метр прали? Це не висолома, лоптава. Лыпта, разница. Сейчас отвечала, артмаса, скарт мы вылечти с чемуна. Димана, він каже, Димас. Дима локта вылыми, все свои 4-й дамбач. Капка нас повидела до локта. Вот здесь. Вот здесь мы с Романом пробовали выйти на лед. Это было уже давно. И как мы видим, мало что изменилось с того времени. Ой, турнастай вы, а? Вы-то я? Нет, а ты сюда пиштеет. А ты мои лыжи так это ланс, что шума? А то ряд уже лыжи так это Ну ты смертник.
Come on. 50, ну а мям 94 чистого. На груз, да, и колуй, да, 100 килограмм, это шапыди. Разница это вот. Чувствую, что? И мы это чеся тальчен. Тиянка. Купайчан аталында. И он, ага. Ну, более-менее, чуть-чуть. Без лыж, муна. Лыжи так-то спокойно, мунан. Мям, лыжи, куда шама? Намокли лыжи. Пищ-то же с одного раза пробивается, видишь? Как народ пишет, у тебя, говорит, не лед тонкий, у тебя, говорит, пешня здоровая. Ну, вроде на лед вышли. Значит, что-нибудь да получится. Сейчас проверим лед. О, вот это уже радует. 5 сантиметров есть законных. Тут уже не страшно. А там возле берега страшновато еще. Ладно, до первой поклевки, друзья. Он на 4-й лунке нашел окуня, но он для жерлиц крупноватый. Такой с ладошечку окушки. Вот там ни одной поклевки не было, считай. Вот здесь, в принципе, клюнуло сразу. Вот ловлю на блесну, на 3-гранку, именная блесна с надписью «Коми рыбак». Прошлый год с Калиной мы здесь ловили живца. Ничего, вроде Калина надергал. Большого? Да. Он прям половину дернул и все. Нет, такого-то еще можно. Ну, да. О, Вот. там ты что, майну прорубил? Да. Штук десяток, если поймаю, начну выставляться. Так, блесна молчит. Поставили мормышку, и вон на мормышку что-то какое-то как раз мелкое жерлице. О, этот точно на жерлицу, блин. Этот как раз супер живец. Говорят, чем больше живец, тем больше рыба. Да нифига. Тут я ловил щук. И 2 с лишними, и 2 800, и около 3, наверное. Нам вообще на малявку, блин. Ну вон спичный коробок, 5 сантиметров сейчас окунь был. О, еще такой же. Я слесат, блин, еще меньше, блин. Да, спичечный коробок как раз можно складывать. На живца-то, да, зашибись. Штук десяток таких выдернуть, и можно выставляться уже. Оп, оп, вот это сорта вытащил, уже покрупнее было. Иди, Дима, рядом пробури сюда, может, сайка здесь есть.
О, кто-то стреляет на той стороне. Оп. Это что-то уже чуть-чуть покрупнее. О, нормально, пойдет тоже. Ну, уже какое-то оживление есть. Вон, бур возьми, да, чтобы не стучать, пробурись рядом. Там глубоко. Тут помельче. О. Сейчас надергаем живцов. А потом поставим жерлиц. Хреново, когда вообще не клюет, блин. Прошлый год или позапрошлый, блин, день потеряли, пока живцов наловили. А нет, прошлый Санька ловил нормально. Так, друзья, поставил 2 жерлицы. На самых маленьких окуней, вот таких 5-сантиметровых. Вот одна. Вот там я ловлю мелких. Вот вторая. Прошло минут буквально 10 максимум. Может 7-8. И вот он, долгожданный загар. Дергает. Дергает. Блин, крючок надо было взять. Блин, пешком ходишь, лед не трещит, пробежался, трещит. Поперся без крючка, блин. А? Дергает уже, все, докрутил. Пока хожу сейчас, блин. Блин, бегать-то нельзя по такому льду. Вон где тюкали. Все, выступила вода. Так, что-то было там, что-то дергало. Сейчас мы это посмотрим. Так. Все, уже не дергает. Блин, а так хорошо дергало. Ну что, пробуем. Что-то пока есть. Вот и первая щучка. Янцикадан. Вот такая вот красотулечка. Попала на самую первую жерлицу, что ставил. Глубоко не заглотила. Отдай. Отдай. Тебе уже он не нужен. Мне еще пригодится. Хорошо зацепила. Блин, зевник. Зевник есть. Так, ну что? Это очень хорошо. Это просто замечательно. Вот она. Первая щучка. Вот она, моя хорошая. Вот на такого вот маленького окуша. Вот такой вот окушарик. Сейчас я его же пока и поставлю. Так как он уже не живой, я его поставлю так, а не через жабры. Так как живцов у меня пока не очень много. Ну что, друзья, с почином. Вот он. Вот она, красотулечка моя. Начало есть, продолжение, надеюсь, будет. Здорово. Ставим жерлицу и пошли выставляться. Мелких окуней нет, поставим на крупные. Так вот, погодка вообще прелесть. Ветер стих,
Пошел снежок, потеплело. Вообще благодать. Я вот без зимней куртки даже. Сначала с ветром было прохладно. Сейчас вообще хорошо. В общем, поставил я 3 жерлицы здесь. И 4 лунки пробурил вдоль берега. В одном месте лед тонкий был, хрустел здесь. Дальше там более-менее 4-5 сантиметров. Вот решил попробовать еще живцов половить. Одного небольшого поймал. Потому что вот такой живец. Вот этот, вот он крупноватый, конечно. Он будет просто произвольно срабатывать. Дергать за флажок будет. Мне как бы посоветовали отрезать, откусить часть плавника. Но все равно крупноватый, попробую. Если мелкий окунь поклюет, то лучше поставить на мелкого. С мелким меньше сходов, он заглатывает его сразу. А крупного начинает жевать и потом выплевывает. Чувствует, что что-то не то. Друзья, узнаете это место? Вот здесь вот. Здесь мы с Геннадием Геннадьевичем младшим на день рыбака окушков ловили. И здесь же мы ловим зимой. Глубина здесь около 5 метров, наверное, сразу возле берега. И окунь, видать, получает перепад давления. Вытаскиваешь, и он сразу кверху брюхом становится вон. Поймал уже 3-го окушка подряд. Пока клюет, надо половить. А то что-то там вот прошелся 5-6 лунок. 2 окушка, наверное, минут за 15 только выдернул и все. А сюда подошел к берегу. Вот. И пошли поклевки, инскадан. Правда, окунь такой крупноватый для жерлиц. Ну что теперь, что есть, то есть. Надо выставляться, а то потом денег закончится. День зимний короткий. Вот здесь мы прямо ловили с детьми окушков. Могу включить кадры сейчас с летней рыбалки на день рыбака. Генка мелкий был доволен, что он всех обловил. Что бы, говорит, вы без меня делали? Даже бы на уху не поймали. Сейчас Генка в школе. На такой лед бы я, конечно, его и не взял бы. Ну, все, десяток, как у нее есть, можно идти выставляться. Все. 4 окушка. Видать, что есть, то берет. Надо просто найти стайку. Блин, снег еще повалил. Вот он бы вообще не нужен был. Сейчас это все накроет снегом, и вообще опять долго замерзать будет все. Нет? Есть, есть. Если крутит, то есть. Еще Что, подсекай. поднимай. Остановилась, да. Подсекай, потекаешь резко. Тяни, тяни, тяни. О, бля. Хрен ушел вроде. Угу. Тянул, да? Опять ушел, бля. Тянул? Да, нехорошо взял. Значит, ты сюда опять дергал? Вес был, да, хороший. Угу. Опять ушел, бля. Тоже здесь. Да? Я так еще ставил, он уже меня начал за руку дергать. Ну, Сколько ну я надо, значит, дать, пусть это поглубже заглатывает, а не осторожничает, значит. Блин, опять ушел. Второй раз уже накалывает. Ну да. Ничего, 3-й раз попадет.
О, блин, я думал, еще стоит. А ты эту как раз хотел. Блин, Шо? а что здесь это лед у меня трещит, блин? А он там тоже это, идешь, да, это, хруст, потоньше лед. Блин, Опять? я не знаю, может, Ой, бляха. может отцепился, блин. Дальше-то не крутит он. Подожди, подожди. Сам что ли? Сам не мог же ведь? Пусть. Может, у меня это срывается, этот флажок сам? А окунь срывает, думаешь? Да. А флажок загни тогда. Не, сейчас же вес же был, тянуло же. Ну, тогда да. А сейчас? О, опять таскает, блядь. А окунь живой? Живой, Большой? такой. Блин, 2 раза подряд же не может. Что тут льда вообще нету, что ли? Почему нет? Я? А что он хрустит-то, блин? Ничего, ты вообще не кайф здесь рядом с тобой находиться. О. Дергает? А ты резче подсеки его, да. Вот видишь, аж натягивает. Ну резче подсеки, резко. Подними? Да, резко подними. Во, вроде бы попал, не знаю, уйдет, не уйдет. Есть. Идет, потихоньку, идет. Опять ушел, блин, да что ты, а? Опять сошел. Да вот скотина, ну все равно мы тебя поймаем. 3-й раз уже. И главное, берет сразу, получается, блин. Плохо берет. Блин, Дима, не подходи нафиг. Дима говорит, не подходи. Ты Не что, это хорошо заглатывает? Потом я буду дергать его. 3-й. У тебя с поводком без? Это без. Без поводка-то опасно. Так бы я закинул. Без- Там без- что маленькая была, да, на грамм 200 не порвала. Без поводка-то, блин, опасно. Блин, у меня на лыжах еще прилипает этот снег сырой, блин, еще хуже. А что, по весу нормальная? Нормально это, не тяжело шло, блин. Пусть заглатывает тогда нахрен до жопы, блин. Он во рту держит, а не глотает, получается. Флажок что-то этот? Флажок кусень тился. Да ты, а. Да, сам конец загни. Сильнее надо загибать конец. Во. Что у тебя дырки больше, чем это. А? Дырки, говорю, большие прорубил. Не уйдет жерлица у тебя. Не. Ладно, попробую тоже поставить. Блин, тут опасно посередине. Хрустит все, блин. А что ты мне раньше не сказал, что чуть-чуть флажки подгинать? У меня там какой-то вообще слетал, блин. Не-не-не, окунем будет срывать. Надо конец загибать. Да? И когда ну, слабину резко подсекай, если он слаб бывает это. Ну, сейчас этот подсек, да он шелочка. Видимо, они хорошо заглатывают. Больше не возьмет. Возьмет, он же сейчас сразу 2 раза взял. Он уже сразу подряд брал, да. Так, А что делать ты думал? быстро идешь, еще быстрее хрустит. Так, О, хотел туда о. поставить. О. Блин. Нахрен. Опасно. Конечно, они на 30-40 килограмм полегче. Разница-то здесь каждый килограмм чувствуется в весе. Я вон там прошел 2 раза. Как бы нормально. Взял ведро, в ведре 5 литров воды. И все, уже хрустнуло. Ладно. Попробуем. Вот выстоится. И вон вторую. Посмотрим. Куда-то надо ставить потихоньку. Так, ладно, вставляемся. Так. Если на глубине лед опасный, пробурил озеро полностью до начала озера, вплоть до травы. Траву пока бурить не стал. Если будут поклевки, и дальше буду буриться. Глубина здесь хватает. Посчитаем, сколько лунок. 1, 2, 3.
52 лунки пробурил. 53 лунки пробурил. И тут вот у меня удочки стоят. В общем, пойду где-то закину жерлицы на мелкоте, попробую, может там щука попадется. И буду проверять. Сначала пройдусь блесенкой, а потом мормышкой. Скользко стало, вода выступила на лед. А потом можно будет и перекусить что-нибудь. Поехали. Проверил все лунки, что пробурил до конца озера. Ни одной поклевки. Он поставил метров через 15, наверное. Жерлицы. Выставил все. Иду обратно. Вот одна сработанная. Но это навряд ли. Это окунь крупный. Скорее всего, это мог окунь сделать сработку. И все, одна сработка. Сейчас посмотрим. Если щука, конечно, это хорошо. Но лед здесь трещит. Если щука, это хорошо. Если не щука, это нехорошо. Нет, это, друзья, не щука. По-любому леска, потому что не вымотана. Это окунь. Так что идем обедать. Лёшка с Димой уже уехали домой, потому что поклевки полностью прекратились. И мы сейчас тоже будем обедать в надежде на вечерний клев. Обед, друзья, обед. Все. День короткий, скоро начнет темнеть. Полноценного обеда, конечно, уже делать не будем. Костры, то все. Но чай попьем. Чай с ватрушками домашними. Пошли в машину погреемся. Минус 1 градус. Ешкин кот. Опять минус 1. Да ёлка-ламана, блин. Обещали похолодание. До минус 6. Что это творится? Опять на улице потеплело. Да, не видать нам в этом году, наверное, зимы. Ну, ничего. Мы на льду, это главное. Хорошо, когда можно подъехать практически к озеру на автомобиле. Вот оно. Озеро буквально метрах 50-60, наверное, не больше. Пришел в машину, завел, прогрел, отогрелся. Вроде минус 1, а ходил раздетый, руки остыли все-таки, подмерз немножко. Заварил, брал в термосе кипяток. Вы помните, говорил я вам, бобер нормально, он держит кипятком. Вот заварил бич-пакетика с хлебушком, с сальцом. Вот такие вот ватрушечки от Валентины Васильевны. Балует меня выпечкой супруга. Спасибо большое. Чайковского. В общем, друзья, небольшой перекус. И вперед. У нас остается где-то пару часов. Попробую половить окуня для живцов, потому что мелкого окуня мне нет на завтра. Звонил Иван Григорьевич. Все дела он свои сделал. Приедет или завтра утром, или сегодня вечером. Если сегодня вечером приедет, будет еще лучше. Мне будет веселее. Сегодня затоплю летнюю кухню возле дома. Ну, как в избушке будем сегодня, в общем. Ну, а завтра с утреца уже поедем на рыбалку. Вот такие вот у нас планы. Ну, а пока ловим живцов. Ловим окуня, может что-нибудь да еще поклюет. До темноты. Как начнет темнеть, поедем домой. Ну, не домой, а в деревню поедем. Как-то вот так. Так, ну что, первая поклевка после обеда была. Попробовал походить с блесенкой. Бесполезно. А вот на мормышку кто-то тюкает.
Осторожно так. Еле-еле, но тюкает. Мне сейчас главное наловить мелкого окуня, хотя бы штук десяток на завтра. Так, с соседнего озера пришел Вовка, говорит, у тебя сработала жерлица. Подошел точно, вот, горит флажок. Улег и он раз, два, три, 4, 5 жерлиц. Не горят, ну ладно, посмотрим. Посмотрим. Опять крючок не взяли. Ладно, посмотрим. Произвольная сработка, непроизвольная. Ну-ка. В принципе, размотала. Это мог размотать и окунь. Нет, что-то вроде небольшое идет. Щупачок. Вот такой вот щупачок. Заглотил до кишок. Он до сюда. Карандаш. Но ты наш. Он двойник аж здесь, он чувствую, вот он. Вот он двойник в желудке. Так что он двойничок. Так что никакого шанса тебе нет. Ладно, не мучайся. Карандаш, но ты наш. Так, как тебя освободить-то, блин? О, заглотил-то. Ладно, друзья, потихоньку буду вытаскивать. Вторая щучка. Посмотрим. Может, к вечеру что-нибудь еще сработает. Придется вырезать, наверное. Вон, докуда вы дошел тройник. До самого конца желудка. Двойник, то есть, он чем хороши эти двойники. Щука он заглатывает с головы и прямо до конца. И как чем они еще удобно, он так и взял, если, допустим, вот я дошел до двойника, отсоединяю двойничок вот так, и все, поводок вытаскивается легко и просто. А дальше также опять насаживаю и закидываю. Ну вот. Мы еще половим. Ну вот и все. Если северный ветер, северо-западный, да, получается? Северо-запад. Везде тучи. Снега только не надо, да? Минус 5 бы было, вот это завтрашнее. Все бы замерзло. Значит, говоришь, там тоже не клюет. Я думал, мы здесь рыбу ловить не умеем. Всякий чересок уже кийный. Все. Что, собираемся, тогда удочки доставим за завтра. Завтра посмотрим, что к чему. Не хотят, как хотят. Опа, 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 опа. Кызня, все равно страшно, когда трещит. 5 сантиметров здесь. Тут, а там меньше, там. Вот уже где-то здесь вот сантиметра 3, а там и вообще меньше, блин. Там пешня щеки нам дата десашка и уже бульк сразу. Катыдас. Катыдас.
Тоже воснит. Понятно. Значит, нигде льда нету. Вон у меня щучка-то. И все. И еще маленькая щучка вот это и все. 2 щучки за целый день. Ну что, не пусто, и это главное. Так что собираем манатки и до дому. Будет день, будет пища. Завтра посмотрим, что нам скажет наша жерлица. Живцов не удалось поймать. После обеда 2 живца только поймал. Надо еще их куда-то в банку кинуть, в ручей или сюда, или я не знаю. На завтра. В общем, встречаемся завтра.